Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. До каких пор учителя и врачи будут терпеть невежество и грубость со стороны невоспитанных и неблагодарных родителей? Депутаты парламента сегодня встали на защиту педагогов и врачей. По их словам, министерства трусливо идут на поводу у агрессивных граждан, опасаясь потерять свое кресло после того, как эти скандалисты начинают писать жалобы. Права работников школ и больниц никто не защищает, отметили парламентарии. Руководство, по их словам, прячет голову в песок, и вместо того, чтобы отстаивать честь и доброе имя своих работников, всеми способами пытаются угодить недовольным. Джилдис Мусабекова призвала чиновников разработать механизмы защиты прав учителей и врачей на рабочем месте, с тем, чтобы вернуть статус профессии и удержать ценных кадров. У нас же Министерство образования и Министерство здравоохранения предпочитают увольнять человека, а не разбираться и защищать права своих сотрудников. Они просто держатся за свои кресла. Эти министерства должны открыть юридические центры по защите прав своих сотрудников, вернуть тех, кого ранее безосновательно уволили. Права этих работников не защищены. Очень много случаев давления на врачей и учителей. Из-за этого большинство молодых специалистов уезжают за рубеж. Поводом для этих выступлений стали несколько случаев, которые произошли в последнее время. Один из них – это выходка родительницы, которая силой выволокла учительницу из класса прямо во время урока, оскорбляя, применяя физическую силу, будучи недовольной, что педагог попросила ее дочь дождаться конца урока и на перемене забрать забытые в классе вещи. Девочка пожаловалась маме, из-за чего та ворвалась в кабинет и напала на педагога. Заявление учительница написала. Милиция передала материалы расследования в суд. А родительницы предъявляют обвинения по статье по обоим. Второй же случай произошел в третьей детской больнице, где родительница была недовольна рецептом врача для лечения ее девочки. Разъяренная, она хватала педиатра и оскорбляла. После бесед с начальством больницы медик забрала заявление из милиции и написала увольнительную. Несмотря на бурное и долгое обсуждение темы насилия в отношении женщин и детей, которое прошло в парламенте накануне, сегодня же некоторые депутаты женщины снова подняли эту тему. Аида Исмаилова заявила, что необходимо ввести в кодекс о детях понятие «дети трудовых мигрантов», так как, по данным МВД, именно они чаще всего страдают от рукоприкладства и действий сексуального характера. Депутат считает, что нужно создать базу данных детей, чьи родители уехали на заработки. По ее словам, статистика свидетельствует о том, что процент насилия растет среди школьников, оставшихся без родителей. Надзора. Защищать детей призвала судей Наталья Никитенко и возмутилась действиями судьи Ошского городского суда. Она озвучила информацию о том, что в Аше под домашний арест отпустили члена ОПГ по кличке Казах. Его обвинили в совершении нескольких преступлений, среди которых изнасилование 16-летней девушки. Депутат подчеркнула, что при подозрениях в таком тяжком преступлении домашний арест – абсурдная мера. Однако из-за давления, которое оказывалось и на родню, и на правоохранителей, они не стали возражать. Руководители ответственных органов по обеспечению порядка и безопасности в приграничной зоне с Таджикистаном проводят сегодня координационное совещание. Ранее сообщалось, что участие в нем могут принять главы ГКНБ, погранслужбы, МВД, Генеральной прокуратуры и местных органов власти Баткенской области. После подписания в городе Гулистан протокола о действиях по размежеванию спорной территории, который стал результатом переговоров двух делегаций, чиновники сегодня определят фронт работ, направленный на поддержание мира и спокойствия в конфликтной местности. Накануне вице-премьер-министр Разаков встречался с местным населением. Вместе с жителями они обсудили множество моментов, в том числе предлагаемый обмен землями и судьбу 4 задержанных, подозреваемых в подстрекательстве. 3 года назад, утро 16 января, стало черным в истории нашей страны, и сегодня этот день носит траурный характер. Поминальные мероприятия ежегодно проходят у памятника погибшим при крушении Боинга в поселке Дачи-Су. Тогда погибли 35 жителей домов, расположенных по соседству с аэропортом, и 4 члена экипажа, которые пилотировали судно с грузом на борту. Огромный лайнер Боинг 747-400 летел из Гонконга в Стамбул, в международном аэропорту Манас, как сообщалось в Бишкеке. Он должен был дозаправиться. Падая на жилой район, самолет стирал с земли постройки, в которых еще преимущественно спали люди. Где-то погибли целые семьи. Многие дети остались сиротами. Успевшие уйти в школу возвращались в никуда.
По итогам расследования авиакатастрофы специалисты заключили, что «Боинг» заходил на посадку с востока на запад в сильный туман. Однако перелетел взлетно-посадочную полосу через километр, снеся забор аэропорта, врезался в жилые дома в поселке Дачу-Су. Площадь разрушения в результате крушения самолета составила около 5 гектаров. В результате были полностью разрушены 19 домов и 7 наполовину. Местные власти обещали разбить на месте трагедии парк, пока установлен лишь памятник. Угарный газ стал причиной отравления нескольких человек в Чуйской области. Случай произошел в селе Новониколаевка. В Джаильскую больницу в тяжелом состоянии доставили подростка. По некоторым данным, 3 взрослых погибли. Угарный газ в доме распространился из затопленной печи. Мальчик находится в реанимации, в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. У него диагностировали отек мозга. В Кыргызстане началась кампания по приему единой налоговой декларации. По итогам ушедшего года в налоговой службе рассказали, что кампания пройдет в 2 этапа. До 1 марта юридические и до 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о получении за прошлый год доходов, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка. До 1 марта декларацию обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, которые осуществляют деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения. Кыргызстан обновил визы, которые гражданам других стран необходимо получать на период пребывания в нашей стране. Среди новых образцов виза для горного туризма, которая будет оформляться сразу на 3 месяца с возможностью многократного въезда. Для бывших граждан нашей страны, этнических кыргызов, предусмотрены Тугандар-виза, которая оформляется сроком до года для посещения родственников или воссоединения семьи. Мекен-виза бесплатно оформляется сроком до года этническим кыргызам, и она позволяет впоследствии получить статус кайрылмана и вид на жительство. А также гостевая виза оформляется для частных поездок по приглашению граждан Кыргызстана, не связанных родственными отношениями. Ну и в России подбирают новое правительство. Накануне, после выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, Кабмин во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку. Возглавить правительство предлагается Михаилу Мишустину, главе Федеральной налоговой службы. Кандидатуру Владимир Путин уже внес в Госдуму. Между тем, Дмитрий Медведев предложен на должность заместителя Совета Безопасности, пока все министры продолжают исполнять свои обязанности до назначения новых. Последняя информация, друзья. Смотрите наши новости и далее. Я же с вами прощаюсь. И до свидания.